Всем привет! С вами Рамиль. На позапрошлой тренировке мы начали изучать статические элементы стрит-воркаута. Начали мы с самого легкого элемента, который называется задний вис. После чего продолжили передним висом. И сегодня мы переходим к одному из красивейших, зрелищных элементов, который называется горизонт. Перед тем, как начать тренировку, обязательно нужно разогреть и размять все мышцы тела, для того, чтобы предотвратить все нежелательные травмы. Разминку начинаем с шеи и плавно спускаемся вниз. Каждое упражнение выполняем по 10-15 повторений. Раз, два, три, четыре. Плечи. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Переходим на локти. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Кисти. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Далее спускаемся вниз. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. После хорошей разминки можно переходить к тренировкам. Сейчас я вам покажу, как это выглядит. Во время выполнения горизонта работают все мышцы тела, но большая часть нагрузки падает на плечи, поясницу, пресс и также на трицепс. Итак, переходим к изучению данного упражнения. Самое первое упражнение, которое вам следует научиться, это держать закрытый горизонт. Сейчас покажу вам, как это делается. В локтях руки ровные, тянем ноги к себе и вводим корпус вперед. В этом положении вам нужно научиться стоять секунд 20. После чего перейдем ко второму упражнению. Второе упражнение – это отжимание в закрытом горизонте. Сейчас вы увидите, как это выполняется. Также руки держим ровно в локтях. Выводим корпус вперед, опускаемся. На выдохе поднимаемся вверх. Итак, переходим к ошибкам во время выполнения данного упражнения. Самые распространенные две ошибки. Первое – это согнутые в локтях руки. И второе – это неправильное положение ног во время его выполнения. Сейчас покажу, как это выглядит. Третье подводящее упражнение – это статика на полу. Ставим руки под углом 45 градусов, локти у нас ровные. Очень важно, чтобы в этом упражнении руки находились на уровне пояса, для того, чтобы максимально нагрузить плечевой пояс. Стоять в этом положении нужно от 15 до 20 секунд. Четвертое упражнение вспомогательное – это отжимание с низкой постановкой рук. И четвертое вспомогательное упражнение – это отжимание от пола с низкой постановкой рук. Руки также у нас должны располагаться на уровне пояса, чтобы нагрузить максимально плечи. Обязательно нужно дышать правильно во время выполнения этого упражнения. На вдохе опускаемся вниз, на выдохе поднимаемся вверх. Итак, пришло время домашнего задания. Первое упражнение, которое вам нужно сделать, это отжимание с низкой постановкой рук. Выполняем 4-6 подходов по 10-15 повторений. Второе упражнение – это статика на полу. 4-5 подходов по 15-20 секунд. Третье упражнение – это отжимание в закрытом горизонте. 4 подхода по максимальному количеству повторений. И четвертое завершающее упражнение – это закрытый горизонт. Выполняем 3 подхода на максимальное количество времени. Ведите здоровый образ жизни, занимайтесь спортом и не пропускайте тренировки. С вами был Рамиль. До скорой встречи!